Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Сейчас в России насчитывается почти 13 тысяч особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения. В Якутии под особую охрану взято около 1/4 территории республики, что составляет более 900 тысяч квадратных километров, представленные уникальными или типичными арктическими и субарктическими экосистемами с их ценнейшим биологическим разнообразием. Об этом и пойдет наш разговор сегодня. У нас в гостях в студии Саргалана Михайлова, руководитель Национального парка Кыталык. Саргалана Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, раз уж мы с вами говорим об особо охраняемых природных территориях в Якутске, сколько их у нас в республике, в Якутии? В нашей республике создана крупнейшая система особо охраняемых природных территорий, которая имеет собственное название, и на якутском языке это Кыря-Сердер. И она крупнейшая не только в нашей стране, в России, но она крупнейшая во всем мире, поскольку ее площадь составляет более 1 миллиона квадратных километров, и это треть всей территории нашего субъекта. Всего 235 ОУПТ различных категорий и статуса находятся на территории нашей республики. Это 130 особо охраняемых территорий республиканского значения, 7 федерального и остальные это муниципального значения территории. Но за такими территориями надо следить с большой ответственностью. Как налажена работа в этом отношении? Федеральные территории управляются администрациями, специально созданными для этих целей, а региональные ОУПТ обеспечивают функционирование дирекции биоресурсов и особо охраняемых территорий, которые подведомственны Министерству экологии и природопользования республики. А вот, допустим, есть турист, который хочет больше знать о родном крае или который приехал в Якутию впервые. Каким образом он может посетить охраняемую территорию? Если он желает посетить с туристическими целями особо охраняемые территории регионального значения, ему, конечно, в первую очередь необходимо обратиться с заявлением. Это лично, либо по электронной почте, либо по сайту в дирекцию биоресурсов. Если он хочет посетить особо охраняемые территории федерального значения, ему необходимо для этих целей обратиться в администрации соответствующего ОУПТ. Например, это Национальный парк Ленские столбы, Кыталык, заповедники Усть-Ленский, Алекминский. Саргалана Григорьевна, вот в 96-м году как раз был организован резерват Кыталык в Алайховском районе для того, чтобы там сохранять популяцию белого журавля. А вот в последующем статус резервации был повышен до федерального. Вот каким образом сейчас функционирует, действует резерват Кыталык? Да, действительно, в рамках национального проекта «Экология» в 2019 году, в конце 2019 года был образован Национальный парк Кыталык федерального значения. Он создан специально для сохранения мест гнездовий белого журавля стерха. Стерх – это практически единственный белый журавль среди возможных 15 видов журавлей, их не так уж и много. И он гнездится исключительно в междуречии от реки Яна до реки Индигирка. То есть, получается, Россия и наша Якутия ответственны за сохранение этого вида. И было принято решение о необходимости придать статус федерального значения этой территории. А как сейчас обстоят дела с популяцией стерха? Все наши работы, все наши задачи, они посвящены сохранению этой удивительной птицы, которая гнездится, вот, как я уже сказала, в яно-индигирской низменности, а зиму она проводит в Китае на озере Паян. В последние годы в сотрудничестве с нашими китайскими коллегами мы отмечаем повышение численности стерха. До 2021 года было известно о приблизительной численности в 4000 особей. В 2021 году с нашими коллегами мы уже где-то до 5500 выявили. И в этом году на пролетном пути нам впервые удалось насчитать около 6000 особей стерха. И мы считаем, что это очень хороший результат. И надеемся, что со временем ситуация с численностью стерха возможно стабилизируется.
Да, это действительно очень хороший показатель. А вот если говорить о китайских коллегах, когда вы в прошлый раз к нам приходили, вы говорили, вот мы планируем посетить национальный заповедник озера Паянг. Как состоялась поездка? Да, действительно, уже в статусе национального парка в 2020 году мы заключили соглашение о совместной работе по сохранению стерха с нашими китайскими коллегами. Это национальный природный заповедник озера Паянг, который расположен в Южном Китае. И уже по прошествии завершения ковидного времени, в декабре прошлого года нам удалось посетить заповедник и воочию увидеть наших стерхов, которые прилетают туда на зимовку. Они все находятся достаточно скучно. Это самое большое озеро, пресноводное озеро Китая. Достаточно разветвленную сеть имеет оно. И на этом озере образован национальный природный заповедник Китая. А вот вы отметили, что птицы держатся там достаточно скучно. Это значит, что в Якутии у них несколько другое поведение, исходя из наблюдений? Да, конечно. В Якутии это гнездовые участки стерха. Стерх вообще территориальная птица, и он прилетает высиживать яйца, выводить птенцов и улетает на зимовку в Китай, преодолевая около 6000 километров миграционного пути. У нас каждая пара имеет свою территорию, которую они достаточно ревностно охраняют. И очень агрессивно относятся к любому. Да, они защищают свое потомство, свое гнездо, поэтому любые поползновения со стороны даже других видов птиц, того же лебедя и могут быть уток, да, они пресекают их полностью. А в Китае они, можно сказать, находятся уже практически на курорте. Они уже своего птенца вырастили, они приехали зимовать. И кормовые условия, конечно, которые создают наши китайские коллеги, имеют большое значение для того, чтобы успешно прошел период зимовки. То есть там они содержатся в довольно благоприятных условиях? Да, конечно, там мягкий климат. Там небольшое мелководье получается на озере, они по берегам. Китайские коллеги, работающие в заповеднике, специально высаживают определенные виды растений, которыми кормится стерх. Ну и другие виды птиц, которые прилетают на зимовку на это озеро. Возможно, во время поездки вы вели какую-то научно-исследовательскую деятельность? Безусловно, мы участвовали в открытии 3-й международной недели наблюдения за птицами на озере Паянг, а также мы участвовали в мониторинге. Там у них несколько есть смотровых площадок, смотровых территорий, с которых можно наблюдать в непосредственной близости стерха. Например, можно сравнить, мы часто видим у нас на реке Лена кучу чаек, да, вот толпу буквально, да. Они как белое пятно. На озере Паянг наши стерхи, которого мы с таким воодушевлением, с такой радостью встречаем весной, провожаем осенью, и они редко бывают такой скученный пролет у них, а тут мы их увидели как общежитие, скажем так. Ну, может быть, вас еще что-то очень впечатлило за время поездки? Наши китайские коллеги, которые работают в заповеднике озера Паянг, продемонстрировали нам их методы работы, те задачи, которые они решают, как они их реализуют. И это нас, безусловно, очень впечатлило. В первую очередь у них высокотехнологичная, скажем так, организована охрана места зимовки, наблюдений за птицами. Есть определенные наработки нейросетей, искусственный интеллект, который может распознать в этой куче птиц, которые издалека кажутся как большое пятно, какие это виды, сколько их. И это все в таком разрешении, с достаточно далекого расстояния, что это нас очень впечатлило. И мы надеемся, что
На будущее у нас есть определенные планы с нашими коллегами. Они изъявляют желание приехать к нам, мы к этому готовимся, поскольку увидеть стерха на местах его гнездования для них это очень большое значение имеет. Конечно, это уже совершенно другая история. А может быть, состоялись какие-то мероприятия по обмену опытом? Вот вы отметили, что у китайских коллег есть такие прогрессивные методы наблюдения. Может быть, и коллеги из Якутии могли чему-то научить зарубежных товарищей? Да, мы продемонстрировали свои методы экопросвещения. Наши коллеги участвовали в проведении экологического урока. Мы продемонстрировали наши национальные игры, викторины, различные методы, которыми мы рассказываем населению о необходимости сохранения стерха, о привлечении проблемы его сохранения внимания общественности. И все это было высоко оценено нашими коллегами из Китая, из Монголии, которые были там. В этом году нам, получается, можно ожидать китайских коллег, раз они выразили желание посетить места гнездования птиц. Мы надеемся, что, возможно, это произойдет, но пока еще мы находимся на стадии обсуждения. Но 2024 год только начался. Может, есть какие-то планы на этот год у Национального парка Каталык? Безусловно, как я уже сказала, мы отметили в прошлом году некоторое повышение численности стерха, и в этом году мы будем продолжать наши исследования в этом отношении. В первую очередь нам необходимо выявить точки роста на территории национального парка, где идет рост популяции стерха, и уже исходя из результатов такого наблюдения проводить какие-либо дальнейшие работы, скажем, по сохранению стерха. Скажите, а вот в рамках научно-практической конференции «Шаг в будущее», которая у нас сейчас в республике проходит, были ли работы, представленные как раз по популяции птиц, по сохранению видов якутского стерха или... Как раз вчера наши коллеги в качестве экспертов участвовали в научно-практической конференции. Было отмечено достаточно много работ по орнитологии, но, к сожалению, именно по изучению стерха таких работ пока мы еще не заметили. Возможно, это то, что юным исследователям придется доработать. Я благодарю вас, Саргалана Григорьевна, за интересную беседу. И хочется пожелать вам плотного и плодотворного сотрудничества с китайскими коллегами. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.